Глава 2. Мусульманский суперэтнос. Появление арабов. Аравийский полуостров очень давно был заселен этносами, говорившими на наречиях древнего семитского языка, но в интересующую нас эпоху, V-VI века, не представлявшими никакой целостности, ни этнической, ни социальной, ни культурной, ни тем более политической. Поэтому у них не было и самоназвания. Слово «араб» они не знали. Видимо, они были осколками древних этносов, проживших циклы исторического существования и перешедших в гомеостаз, то есть в равновесие с природными ландшафтами, населяемой ими страны. Пассионарный толчок конца V – начала VI века вызвал интенсивный процесс этногенеза, вследствие чего началась интеграция реликтовых этносов. Выразилась она в ожесточенных межплеменных войнах, например, в войне Бену-Асад против Бену-Кинд, развитии поэзии и принятии разных религиозных систем из Византии и Ирана. Древнее почитание звезд как божеств сохранилось только среди бедуинов Центральной Аравии. В оазисах Хиджаза и Йемена распространились христианство разных направлений и иудаизм. Понятно, что наибольший успех иноземные системы мировоззрения имели у пассионариев, а не у инертных людей гармоничного уровня, при котором импульсы пассионарности и инстинкта равны. Но были и такие пассионарии, которых философские проблемы не интересовали. Эти занимались стяжательством, либо торговлей, либо грабежом караванов, либо военной службой в Византии, гасаниды, и Иране, лахмиды. Алчность – такой же модус пассионарности, как и фанатизм. Инкубационный период арабского этногенеза длился около 100 лет. К началу VII века уровень пассионарного напряжения вырос настолько, что стали появляться оригинальные консорции, способные облечь себя в социальные формы и создать догмы исповеданий. Такой консорцией был ислам, проповеданный в Мекке неграмотным погонщиком верблюдов Мухаммедом, искренне считавшим, что он передает слова Аллаха. Именно искренность, бескорыстие и страстная убежденность привлекли на сторону Мухаммеда некоторых арабов, искателей истины, мухаджиров. Но они же навлекли на него ненависть других, в частности Абу Суфьяна, возглавлявшего богатый и влиятельный род Омейя, многих поэтов и бедуинов. Однако Мухаммед и примкнувшие к нему пассионарии, ансары, победили, принудили мекканцев и бедуинов принять веру ислам и создали государство, охватившее весь полуостров. Так консорция выросла сначала в субэтнос, а потом уже в этнос. Дело в том, что обращение мекканцев и бедуинов было лицемерным. Бедуины отреклись от ислама, как только узнали о смерти пророка в 632 году. Их усмирил первый халиф Абу Бекр, тесть Мухаммеда. Но мекканцы сумели извлечь выгоду из образования государства, заняв в нем важные и доходные посты. Они сражались с греками и персами рука об руку с мусульманскими фанатиками, руководимыми халифом Омаром. В совместных войнах за веру и добычу сложился этнос, получивший название арабы. Все они были мусульмане, одни искренне, другие лицемерно. В 656 году лицемеры и фанатики начали войну между собой. Противники ислама были столь же пассионарны, как и его сторонники, что вызвало ожесточенную гражданскую войну между крайними фанатиками, хариджитами, партией зятя пророка Али, и сторонниками амиядов, которых в мусульманской историографии называли лицемерами. Победили в 661 году лицемеры, сохранившие ислам, который продолжал цементировать преображенный им арабский этнос под зеленым знаменем амиядов. Самыми жестокими противниками династии были сами арабы, либо как сторонники потомков законного халифа Али, либо как противники монархического принципа, фанатики ислама. Первые именовались шиитами и выступали под белым знаменем. Вторые назывались хариджитами, у них было красное знамя. Несмотря на наличие многих партий и разнообразие течений мысли, арабские племена интегрировались в единый этнос. Когда кайситам, племенному объединению северных арабов, и кильбитам,
южным арабам, приходилось сражаться против персов и греков в Иране или Сирии, они откладывали в сторону былые распри и помогали друг другу истреблять неверных. В далеких походах бедуины дружили с мекканцами и йеменцами, хотя на родине те и другие терпеть не могли друг друга. Военные лагеря Куфа, Басра в Месопотамии, Кайруан в Северной Африке и тому подобное стали центрами создания нового арабского этноса, для которого былые племенные связи теряли значение. Но в этих военных поселениях жили не только арабы. Грандиозные победы на Востоке и Западе расширили границы халифата до Памира и Пиренеев. Множество племен и народов было включено в халифат и обращено в ислам. Так создался мусульманский суперэтнос, слишком громоздкий для того, чтобы его могла вместить социально-политическая система. Покоренные этносы не отбрасывали воспринятую мусульманскую традицию, но приспосабливали ее к своим вкусам и наклонностям, что в равной степени характерно для обращенных в ислам персов, берберов, турок и для самих арабов, в особенности бедуинов. Подобно тому, как в Европе боролись гвельфы с гибеллинами, в мире ислама против суннитского халифа, аналогичного не королю, а папе, выступали шииты, сторонники наследников убитого хариджитами халифа Али. Шият Али – партия Али. Стоило шиитам добиться преимущества, как против них выступали ревнители суннитского правоверия, отнюдь не разбиравшиеся в теологических тонкостях, но четко понимавшие его выгоду и охотно убивавшие противников. Однако те и другие без тени сомнения отстаивали ислам от внешних врагов – христиан, язычников и огнепоклонников. Внутренних противоречий сознание единства не устраняло, но сила агрессии почти не снижалась. А именно это было важно для всех соседей халифата, в том числе для хазар. Захватив Иран в 650 году и Армению в 654 году, арабы унаследовали ту роль, которую играли в Закавказье шаханшахи династии сасанидов. Постоянная война с Византией проходила в горах и Нагорьях Малой Азии и на лазурной поверхности Средиземного моря. Первые победы отдали в руки правоверных халифов Сирию, Месопотамию, Египет, 634-642 годы. Затем настала очередь омейядов, завоевавших в 698 году Карфаген, в 711-712 годах Испанию, а затем и Аквитанию. Столь же быстрыми были успехи лицемерных мусульман, арабов, внезапно обретших доблесть, незнакомую их предкам, и на Востоке. В 661-662 годах арабы завоевали Агванию и дошли до Дербента. В 664 году они вторглись в Пенджаб, а в 674-676 годах в Согдиану и Хорезмский оазис. В 704-715 годах арабский полководец Кутейба завоевал все оазисы Средней Азии. Казалось, что зеленое знамя омейядов вскоре будет реять над всем миром. Но тут началось сопротивление столь же ожесточенное, как и натиск. В 717-718 годах арабский флот был сожжен греческим огнем около Константинополя, а армия, изголодавшаяся и потрепанная греками, отошла с огромными потерями. После этой неудачи арабы утеряли инициативу в войне против Византии. В 732 году Карл Мартелл собрал войско из франков и остановил арабов у Пуатье. Долгое время шла война между франками и арабами на северном склоне Пиренеев, пока арабы не отошли за этот хребет. Осталась незавоеванная Астурия, с 718 года превратившаяся в вечную угрозу для арабской Испании. В 717 году хан Тюргешей Сулу предложил империи Тан мир и союз против арабов. Противник Китая Тибет заключил с империей Тан сепаратный мир, благодаря чему тюргеши сдерживали наступление арабов до 736 года. Трудно не поставить эти события в связь с той войной, которую Хазария вела на Кавказе, очевидно находясь в составе антиарабской коалиции. Источники того времени ничего не сообщают о восточных и западных связях Хазарии в период кульминации арабских завоеваний. Но разве в источниках написано все? Зато логика событий и хронологические совпадения позволяют считать, что тюргешское ханство, вступившее в союз с империей Тан,
было союзником Хазарии и Византии, а освободившиеся от подчинения западно-тюркютскому каганату печенеги действовали в пользу арабов, прервав пути от Балхаша до Каспия. Они тревожили тылы хазар и тюргешей, но не получили помощи от арабов и проиграли войну. Омейядские халифы располагали силами значительно большими, чем любой из их противников, и пассионарный подъем облегчил им не только походы, но и инкорпорацию покоренных этносов, а тем самым было обеспечено пополнение регулярных войск, именовавшихся в то время таджиками. Но система диверсий при войне на 4, включая Испанию, фронта, не дала возможности реализовать перевес в силах. Прослеживая синхронность выступлений греков, хазар, тюргешей, хуттальских горцев на востоке, франков на западе, легко убедиться, что она не случайна, а тем самым установить наличие антимусульманского блока, поддержанного империей Тан. С 717 года сагдийцы вели войну с арабами с переменным успехом, но в 737 году китайцы поссорились с тюргешами, тюргеши вошли в союз с тибетцами, и осада и крепости Кучи парализовали силы империи Тан, изолировав Сагдиану. В 738 году арабский наместник Наср ибн Сияр подавил последнее восстание и сделал Среднюю Азию мусульманской страной, но зато после битвы при Окроине в 739 году арабы были выбиты из Малой Азии. Далеко не каждый режим может позволить себе роскошь терпеть поражение в наступательных войнах. Омейяды были непопулярны в своей стране. Халифов Дамаска ненавидели монархисты, сторонники алидов и республиканцы-хариджиты, завоеванные берберы, ограбленные персы, обделенные при разделе добычи бедуины, а также все иноверцы, платившие джизью, налог, дававший право на сохранение своей веры. Но кроме поводов к недовольству, надо было иметь энергию для борьбы, то есть пассионарность. Пассионарных людей было относительно мало, но гармоничных и посредственных несравненно больше. Пока их не очень прижимали налогами, они вели себя спокойно, давая пассионариям гибнуть в мятежах. Но это было лишь потому, что победы приносили халифам и эмирам основной доход. Те понимали, что их кормит война, и шли туда, где можно было награбить имущество и добыть рабов. Поскольку Сагдиана была уже освоена, настала очередь Хазарии. Вторжение в Хазарию. Было очевидно, что силы халифата и Хазарии были несравнимы. Помимо того, что большую часть хазарских земель составляли сухие степи, в которых обитали враждебные племена, хазары были отрезаны от своих потенциальных союзников, тюркютов и тюргешей, и, будучи язычниками, не могли установить искреннего контакта с Византией, потому что в VII-VIII веках исповедание веры было индикатором политической ориентации. Несмотря на победу над северокавказскими болгарами и захват Степного Крыма в 670-679 годах, хазары практически не имели тыла. Болгарские племена, отошедшие на Дунай и на Каму, грозили им с запада и севера до конца VII века. А за эти десятилетия арабы подчинили не только Армению и Грузию, но и Агванию в 693 году и Лазику, в результате чего овладели Дербентским проходом. На очереди было вторжение в Хазарию. Война развернулась вокруг Дербента. В 708 году арабы захватили, а в 711 году утеряли эту крепость. В 713 году арабы вторглись в страну гуннов, Северный Дагестан, и потерпели поражение. А в 721 году хазары вторглись в Армению и были разбиты на голову. Арабы, развивая успех, взяли Дербент, Беллинджер на берегу реки Сулак и разрушили Семендер на берегу Терека, около станицы Шелковской. Успех арабов был облегчен тем, что аланы ударили по тылам хазар. За это они заплатили дорого. В 724-725 годах арабы прошли через Дарьяльский проход, напали на алан, покорили их и обложили подушной податью. Затем каждый год происходили набеги арабов и контрнабеги хазар, причем активность первых умерялась необходимостью распылять силы на Малую Азию и Среднюю Азию, а вторым пришлось перенести столицу с Терека на Волгу, где был построен город Итиль.
На стороне хазар сражались евреи, обитавшие на равнине между Сулаком и Териком, и греки, союз с которыми был скреплен браком императора Константина V и Савра и хазарской царевны Чичак, цветок, в крещении Ирины. О том, как попали евреи на Кавказ и в Хазарию с Ближнего Востока, слушайте далее. У персов 5-7 века. Некоторую помощь оказали грузины, восставшие в 735 году против арабского гнета и усмиренные крайне жестоко. Гораздо меньше, чем можно было ожидать, сопротивлялись арабам государства Дагестана. Талантливый и жестокий полководец Мирван взял горные крепости, покорил в 736 году лакцев, лагзов и Алан и перенес войну в Хазарию. В 737 году арабское войско дошло до правого берега Волги. Оно насчитывало 150 тысяч воинов, в том числе вспомогательные отряды армянских князей. Против этой могучей армии хазары смогли выставить лишь 40 тысяч ополченцев. Хан, покинув войско и страну, бежал на север к горам, а хазарская рать двигалась за ним по левому берегу Волги, полагая, что эта могучая река является непреодолимым рубежом для их противников. Хазары недоучли развитие инженерного искусства южных народов. Амияды опирались не только на бедуинов Аравии, кайситов и кельбитов и оседлых арабов Хиджаса, владевших столь же примитивной техникой, как тюркюты и хазары. Завоевание культурных стран Ближнего Востока дало им в руки такие возможности, каких не было у хазар, хотя и не повысило культурного уровня головорезов, составлявших экспедиционные отряды. Блестящая культура, которую принято называть мусульманской, возникла позже и создана персами, сирийцами, египтянами и городскими арабами Месопотамии после того, как все они сокрушили диктатуру амиядов, опиравшуюся на грубую силу бедуинского союза кайситов. Итак, Мирван располагал умелыми инженерами, которые сумели соорудить понтонный мост через Волгу. По этому мосту переправился отборный отряд арабов и напал на хазарское ополчение врасплох. 10 тысяч хазар было убито, 7 тысяч взято в плен, остальные разбежались. Поняв, что война проиграна, хазарский хан запросил мира и получил его при условии принятия ислама. Мирван вернулся в Закавказье с добычей и 40 тысячами пленных, которых арабы называли Соколиба. Эти несчастные были захвачены в плен около Славянской реки. А что считать Славянской рекой? Не было установлено. Предполагалось, что это река Дон, около современного Калача. Пленники, придя на место, взбунтовались, убили поставленного над ними эмира и бежали на родину. Но по пути они были настигнуты и перебиты. Разгромив хазар, Мирван подчинил в 739 году государство Сирир в Дагестане, а в 744 году вернулся в Дамаск и сел на престол халифа. И тут этот прославленный воин столкнулся с такими врагами, против которых бессильны таланты и доблесть, с предательством и изменой. В 750 году он погиб. Неожиданная победа. Грандиозные победы арабов оказались бесплодными. Население Хазарии и Дагестана предпочитало исламу христианство, распространявшееся среди горожан. Сами хазары охарактеризованы современным христианским автором как народ грубый, звероподобный и кровожадный, без религии, но почитающий единого Бога-Творца. Но не так уж правильна эта характеристика, ибо веротерпимость хазар достоверна. Евреи жили среди хазар, не испытывая никаких ограничений, и даже пользовались свободой слова при диспутах с христианами и мусульманами. Один из таких диспутов описан в письме царя Иосифа, причем евреи якобы одержали полную победу. Этот диспут имел место в царствовании византийского императора Льва III с 717 по 741 год, дав возможность вождю еврейской общины, ахазаренному еврею Булану, принять библейское имя Сабриэль и сделать блестящую военную карьеру, кончившуюся описанным разгромом Хазарии. И не случайно мусульманский проповедник, оставленный Мирваном для обращения хазар в ислам, был коварно убит не грубым язычником или фанатичным христианином, а еврейским раввином. Как сообщает достоверный арабский автор Аль-Бакри.
Но это преступление было фактом исключительным. После 750 года хазары вернулись к привычным нормам поведения и даже принимали сторонников амиядов, просивших у них политического убежища. При новой династии Аббасидах хазары перешли в активное наступление и с 764 по 799 год вторгались в Закавказье, где от власти арабов освободились Кахетия, Тао-Кларджети и Абхазия. Теперь уже не халифат был опасен Хазарии, а Хазария халифату. Столь же безвредно стала для хазар Византия, которая помимо внутренних неурядиц выносила постоянную войну с арабами, проходившую с переменным успехом для обеих сторон. Союз с Хазарией был Византии так дорог, что даже попытка крымских готов освободиться от власти хазар и вернуться в состав империи не была поддержана греками, а руководитель мятежа был выдан хазарам. Те обошлись с пленником весьма милостиво. Устроили ему побег из тюрьмы. Видимо, хазары не сочли готскую авантюру чем-то заслуживающим внимания. Помимо набегов, приносивших богатую добычу, хазарские ханы династии Ашина вели и значительно более масштабные операции. В 762 году в руки хазар перешли области Хамзин, Лакз и Алан. А это значило, что все плоды походов Мирвана уничтожены, и Кавказский хребет стал естественной границей степной Евразии и мусульманского мира Леванта. Однако взаимодействие между халифатом и Хазарией не прекратилось, а просто изменило форму. Место воинов-завоевателей заняли купцы, сделавшие Каспий и Волгу торговым путем в страну Биармию или Великую Пермь. Арабские серебряные дирхемы потекли на север в обмен на драгоценные меха. Новая хазарская столица Итиль, находившаяся в Волго-Ахтубинской пойме, и Великий Булгар, расположенный несколько ниже впадения в Волгу Камы, превратились в перевалочные пункты транзитной торговли. Это последнее стимулировало развитие земледелия и виноградарства, так как избыток продуктов находил сбыт на Итильском базаре, где покупали пропитание приезжие, натерпевшиеся голода в пути через море. Тогда между арабами и хазарами установился прочный мир. Подведем итог. За 1,5 лет самостоятельного существования, с 650 по 800 год, крошечный тюрко-хазарский этнос не только отстоял свою независимость, но и расширил пределы своей державы до Дона на западе, Кавказского хребта и Яйлы на юге и Яйка на востоке. Северную границу определить трудно, да вряд ли она и существовала как определенная граница. Скорее можно говорить о силе влияния, плавно убывавшей по мере отдаления от столицы. Эластичность государственной системы, которую можно рассматривать как вариант тюркского эля, допускала компромиссы с соседними этносами и субэтносами, то есть малыми племенами, сливавшимися с хазарами. А стойкость этнической целостности определялась принадлежностью всего населения Хазарии к западноевропейскому суперэтносу. Исключением была только немногочисленная колония евреев в равнинном Дагестане, мирно сосуществовавшая с хазарами. Однако добрые взаимоотношения и этнические контакты не одно и то же. Если первые определяются политическими ситуациями и конъюнктурой, то вторые не зависят от сознания людей, а тем более от волевых решений ханов или беков. Законы природы имеют свою логику, и в IX веке последняя вступила в силу. Тогда на месте этнической Ксении появилась страшная суперэтническая химера. Ксения, ксенос – гость, термин, заимствованный из геологии. В истории повторение политической ситуации чаще всего влечет за собой восстановление расстановки сил, хотя буквальных совпадений не бывает никогда. За 250 лет самостоятельного существования Хазария выросла настолько, что из крошечного удела западнотюркютских царевичей превратилась в сильную державу, выигравшую войну у арабского халифата. И тут-то сплелись судьбы еврейского и хазарского этносов, причем самым неожиданным образом. Но не будем спешить. Закончим описание южных соседей Хазарии. Смена фазы. Пассионарный подъем этнической системы характеризуется социальным императивом «будь тем, кем ты должен быть», что способствует увеличению слаженности внутри этноса и даже суперэтноса.
Именно благодаря такой слаженности первые халифы, а затем амияды, могли мобилизовать энергию своих подданных на завоевание и подавление восстаний внутри страны. Но рост пассионарности превышает возможности системы и разрушает ее устойчивость. Как только возникает и всегда стихийный императив акматической фазы «будь самим собой», система деформируется как автомобиль, несущийся с такой скоростью, что от него отлетают колеса, ломаются оси. Это перегрев, охладить который может только пролитая кровь. Именно кровью арабов и персов, шиитов и хариджитов гасил восстание Хаджадж, амиядский полководец в 680-701 годах. Этими зверствами он задержал ход этнической истории на 50 лет. Но остановить природный процесс этногенеза труднее, чем лавину. Хаджадж, враг Аллаха и людей, казнил 130 тысяч человек. Но те перед гибелью успели рассеять генофонд по популяции, так что в VIII веке пассионарный уровень персов и берберов сравнялся с арабским, а может быть кое-где и превысил его. Поэтому престол последних амиядов в Дамаске стал походить на просыпающийся вулкан. И так как амияды держали всех халидов под присмотром, на роль претендента был выдвинут потомок дяди пророка, Аббаса, Абуль-Аббас Сафах, у которого был талантливый помощник, бывший раб, Абу Муслим. В 744 году в Куфе взвелось белое знамя шиитов, а красное знамя хариджитов уже реяло от западного Ирана до Южной Аравии. Кайситы поссорились с кельбитами, и последние стали противниками амиядов. Наконец, в Хорасане 9 июня 747 года 4000 повстанцев подняли черное знамя аббасидов и двинулись на запад на ненавистный Дамаск. К аббасидам примкнули все группы населения халифата, обиженные амиядами: иранские крестьяне, бедуины, кельбиты и беглые рабы, мусульмане, сунниты, шииты, хариджиты, не мусульмане, маздакиты, манихеи, несториане и огнепоклонники. Силы Мервана таяли, и в январе 750 года все было кончено. Аббасиды, пришедшие на смену амиядам, должны были управляться со всем этим разнообразием, а это было очень трудно. Первый халиф, Абул-Аббас, 749-754 годы, ознаменовал свое вступление на престол резней членов рода Омейя, хотя те выразили готовность ему подчиниться. Второй, Мансур, 754-775 годы, предательски убил Абу Муслима, благодаря которому династия взошла на престол. Его сын Махди, 775-785 годы, открыл дорогу дворцовым интригам, в результате чего его наследник Хади, 785-786 годы, был убит, и власть досталась другому его сыну, Харуну ар-Рашиду, 786-809 годы, незаслуженно прославленному в своде новелл «Тысяча и одна ночь». На самом деле это был жестокий деспот, казнивший своих лучших помощников, визирей из рода Бармекидов. Все перечисленные и опущенные в перечислении случаи вероломства указывали наперед широчайшее развитие эгоизма, доводимого до крайних пределов, не принимающего в расчет общих интересов владетельного дома, а тем более государства. Как ни плохи, ни жестоки, ни лицемерны в религиозном смысле были амияды, но они шли от победы к победе, руководствуясь пусть не искренне доминантой ислама и джихада, войны за веру. Аббасиды были правоверными суннитами, но именно при них арабы утратили всякое значение в державе, созданной их героическими предками. Персы вытеснили арабов из администрации, тюрки из гвардии, негры-зинджи из домашнего быта, евреи с базара. Багдад стал мировым центром транзитной торговли, но считаться с его населением халифы не хотели, ибо верили не своему этносу, а своему окружению, подхалимам, солдафонам и доносчикам. Этот гипертрофированный индивидуализм показывает, что арабы VIII-IX веков догнали византийцев V века, вступив в акматическую фазу пассионарного напряжения. Это, видимо, связано с широкой метисацией и полигамией, при которой дети пассионариев от разных матерей заполняли войска и базары, дворцы и мечети. И так как детей до 5 лет воспитывали матери, то родство по отцу воспринималось как юридическая фикция. Рост пассионарности и этническая метисация разрывали арабские семьи, а при этом где уж удержать единство государства?
Понятно, что при таком управлении не могло даже быть речи о завоеваниях. Наоборот, были утеряны Испания в 756 году, Магриб, Марокко в 789 году и Ифрикия, Тунис, в 800 году. Инициатива в мировой политике стала переходить от мусульман к христианам. Однако потеря политического единства придала суперэтнической системе гибкость, позволившую ей распространиться вширь без тяжелых и кровопролитных войн. Первые 3 века обращение в ислам стоило очень дорого, и плата с новообращаемых собиралась в форме тяжелых налогов. Поэтому горцы Гиндукуша и степняки Средней Азии не жалели сил, отстаивая вместе с верой независимость. Но если независимость горцев надежно защищали непроходимые ущелья и отвесные скалы, на которых высились неприступные крепости, то горожанам приходилось искать компромиссы между своей совестью и установками правительства. Тех, кому это удавалось, называли шиитами. Их хоть не одобряли, но и не преследовали. Столетнее владычество арабов в Иране и Северной Африке изменило характер этнического размежевания предшествовавшей эпохи. Бедуины постепенно теряли былые племенные различия, так как сменили скотоводство на сопровождение и охрану караванов паломников, а культ звезд – на нивелирующий ислам. Но в Аравии и Сахаре перемены шли очень медленно, тогда как в городах пришлое население мешалось с местным, и уже в VIII веке создался тип восточного города, знакомый читателю по многим описаниям путешественников и беллетристов. Характерной для этнологии тут была замена родоплеменного принципа сложения субэтносов конфессиональным. Это может показаться странным, так как доктрина ислама монолитна, проста и как будто не допускает отклонений и ересей. Но если пассионарные люди имеют причину для раскола, то они найдут и повод. Впервые единство было нарушено убийством халифа Османа в 656 году, что вызвало Первую гражданскую войну. Затем в 657 году халифа Али покинули 12 тысяч воинов, создавшие новое течение – хариджиты. Эти 3 течения, вначале только политические, создали себе идеологические системы, стереотипы взаимоотношений друг с другом и внутри своих общин и завербовали сторонников из числа покоренных этносов, причем горожане, оппозиционные к правительству, часто предпочитали шиизм, а кочевники становились хариджитами. При этом разделении мусульман активно действовали гебро-огнепоклонники, хуррамиты-маздакиты, христиане-монофизиты в Армении и Египте и монофилиты в горах Ливана. И все это конфессиональное разнообразие было необходимо как повод для кровопролития, ибо страсти, сжигавшие сердца потомков арабов, требовали выхода и находили его в войне против халифов. Ради этой борьбы возникали разнообразные консорции, большая часть которых погибла, но некоторые доросли до уровня субэтноса. Соотношение между категориями этнос и культура крайне вариабельно. Этнос не может обойтись без системы запретов, унаследованных от предков навыков, представления о справедливости хотя бы только для соплеменников и родовых святынь. Но когда это все создано, стало привычным, сделалось достоянием всех принятых в социальную систему государства, и самое главное, когда созидатели культурного комплекса оказались в положении угнетенных, а иноземцы привилегированных, то установившийся порядок может существовать как дом, из которого выгнали семью, его построившую. Так было в арабском халифате IX века. Арабская пассионарность, рассеянная по всему Ирану, нашла свое выражение в серии восстаний, обреченных на гибель, но повторяющихся под различными лозунгами. В 755 году восстание Сумбада-Мага в западном Хорасане, в 767 году восстание Устада Сиса в восточном Хорасане, в 778-779 годах восстание краснознаменных в Гургане, в 776-783 годах восстание одетых в белое в Мавераннахре, в 816-837 годах восстание хуррамитов, маздакитов в Азербайджане и Западном Иране под предводительством Бабека. Но самым существенным было восстание Мамуна, сына халифа Харуна ар-Рашида, против своего брата Амина. И вот почему. Мамун был законным наследником от жены персиянки. Амин был младшим сыном от жены арабки. Поэтому Харун завещал престол Амину, которого поддерживали арабы. Мамун, будучи правителем Хорасана, поднял восстание в 811 году.
Его поддержали персы, и он победил в 813 году, хотя сопротивление арабов длилось еще несколько лет. С этого времени халифат перестал быть арабским, а стал мусульманским суперэтносом, политически раздробленным на несколько эмиратов и идеологически расколотым шиитскими направлениями и суннитскими школами. Тех и других было по 4, и все они боролись друг с другом, занимая разные кварталы в самых оживленных городах. В мусульманских городах жизнь была легкой и приятной, ибо тяжело жилось в деревнях и кочевьях, а в торговых городах население всегда смешанное и часто непостоянно живущее. Одни приезжают, торгуют и уезжают, другие их сменяют, третьи общаются. Так в Дамаск, Александрию, Тунис и Севилью вместе с духами и шелками с Востока проникали идеи, новые, интересные, логичные и перспективные в том смысле, что их можно было обратить в действие, сулящие власть и богатство. Возникали многочисленные секты, члены коих называли себя шиитами, чтобы избежать гонений. Секты захватывали власть, и за счет нее сектанты обогащались, равно как и правоверные сунниты, когда им удавалось подавить мятежников. А так как самим выдумывать философские концепции сложно, то рассказы о них подслушивали на базарах у приезжих, ибо среди купцов были образованные люди и даже ученые. Таким образом, оригинальные этнические мироощущения и мировоззрения вытеснялись привозными. Все это называлось мусульманской культурой и предлагалось соседним христианским народам как высшее достижение интеллекта. Те реагировали на это предложение двояко. Греки, гордые древней культурной традицией, воспринимали восточную философию скептически. Французы и испанцы принимали ее с восторгом, но усваивали выборочно, с определенной степенью критики, хотя противопоставить ей не могли ничего существенного. Арианская традиция была к IX веку забыта, а с нею ушла былая грамотность белого духовенства. В Константинополе сидели иконоборцы, поэтому папы не препятствовали обучению кандидатов в епископы в Кордове. Так и потянулись метастазы восточных учений через Францию в Англию. Таково было обаяние культуры инерционного периода арабского этногенеза. И на это роскошное здание, фундамент которого уже сгнил, с восторгом смотрели жители Западной Европы, переживавшей так называемое Каролингское возрождение, во время коего малограмотные франкские короли приглашали ученых из неправоверной Ирландии, из схизматического Константинополя и уж, конечно, из Кордовы и Севильи, где жили ученые-иудеи, которые могли научить необходимым языкам – греческому, латинскому, древнееврейскому. Иудеи и христиане разных исповеданий были разбросаны по всем крупным городам халифата, но кроме участия в экономической жизни Ближнего Востока, они обогатили мусульманскую культуру переводами греческих авторов на арабский язык. В эпоху омейядов этой работой занимались христиане. Знаменитый Иоанн Дамаскин остроумно пытался найти точки соприкосновения между христианством и исламом, истолковывая предвечность Корана, Слово Божие, переданного Аллахом через архангела Гавриила пророку Мухаммеду, как вариант учения о Логосе, втором лице Святой Троицы. С победой аббасидов центр тяжести культуры переместился в новый город – Багдад, построенный халифом Мансуром на западном берегу Тигра. В Ираке были другие читатели, нежели в Сирии. Большая часть иракских арабов происходила от буйных воинов Куфы и Басры, военных колоний VII века. К их числу добавились персы и потомки купцов, приезжавших в Басру через Персидский залив. Этим пассионариям II-III поколений нужна была собственная идеология, философия и теология. Они обрели таковую и отделились от правоверия. Их так и называли – мутазилиты, отщепенцы. Сами себя они называли людьми единобожия и справедливости. По сути дела, мутазилиты перестали быть мусульманами. Отрицая несозданность Корана, они отрицали и святость его, что позволяло им толковать суры, тексты, аллегорически, то есть как угодно. Не признавая предопределения, они выступали против фатализма на том основании, что Аллах не предписывает творить зло, а поскольку такое налицо, то оно исходит не от Бога, а от свободной воли. В этом они смыкались с зороастризмом, ибо при отсутствии возможности выбора между добром и злом свободной воле людей негде проявиться. Бога мутазилиты считали непознаваемым, так что не было возможности отличить его от шайтана,
Рай и ад они считали метафорами, а не реальностью. Вместе с этим мутазилиты были противниками религиозного вольнодумства. По их наущениям, халиф Мамун в 827 году объявил учение мутазилитов государственным исповеданием, а в 833 году учредил инквизицию, михна, цензуру и наказание ссылкой и плетьми для ортодоксальных мусульман. Мамун вначале был умеренным шиитом, но после того, как против него в Ираке в 815 году восстали шииты зиидитского толка, и ему пришлось казнить вождя повстанцев, он перенес свои симпатии на мутазилитов, отчего пострадали сунниты, шииты, да и сами мутазилиты. Этот жестокий режим просуществовал до 850-851 года, но, увы, былая мусульманская веротерпимость не вернулась. Только теперь еретиками считали самих мутазилитов наряду с хариджитами, шиитами, зиндиками. Даже терпимые исламским правом христиане и иудеи стали подвергаться тяжелым стеснениям при суннитском фанатике Мутаваккиле. Кратковременное господство мутазилитов в халифате имело последствия поистине грандиозные. Небольшой кружок интеллигентов, читавших лекции, переводивших на арабский язык греческих философов и проводивших научные диспуты, встал между правительством и народом. Ради успеха своего учения мутазилиты одобрили произведенную халифом Мутасимом реорганизацию гвардии. Конница пополнялась рабами-тюрками, а пехота – наемниками и диэлемитами. Правительство вооружалось против народа. Однако тюрки были не теми людьми, которых легко использовать. В 861 году они убили халифа Мутаваккиля, а затем за 10 лет 4 его преемников при полном равнодушии населения Багдада. Династия аббасидов была надежно скомпрометирована. Но еще более вредным последствием для ислама было распространение тезиса «батин» – внутренний смысл, допускавшего любой произвол в толковании Корана. Как только это учение попало в руки деловых интриганов, они создали систему исмаилизма или карматства, основанную на тайной мудрости для посвященных и безусловном повиновении для профанов. А где тайна, там дьявол. И тут кровь потекла еще обильнее. Поборники искаженного света. В середине VIII века партия сторонников алидов распалась на умеренных и крайних. Последних назвали исмаилитами или карматами. Карматы унаследовали старинную арабскую пассионарность, сменив религиозную доминанту, то есть фактически отойдя от догматов ислама. По сути дела, их община в Бахрейне превратилась в субэтнос, создавший в 899 году самостоятельное государство с центром в Лахсе. Война карматов с мусульманами была беспощадной, и вот почему. Мусульманское право, шариат, позволяло христианам и евреям за дополнительный налог, харадж, спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно. Но зиндикам, представителям нигилистических учений, грозила мучительная смерть. Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул «палач зиндиков». Зиндик, от персидского слова «зенд» – смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» – знание. Следовательно, зиндики – это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок – колдуны. Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье и вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX века. И даже основатель новой концепции известен. Звали его Абдулла ибн Маймун, родом из Мидии, по профессии глазной врач, умер в 874-875 году. Его последователь Убейдулла захватил власть в Африке как потомок Али. Он использовал право на ложь, даваемое высокой степенью посвящения. Основа их веры внешне состоит в исповедании шиитской догмы и любви к повелителю правоверных Али. Внутренне же они неверные. Китаб аль-Баян. К аналогичному заключению пришел Петрушевский, рассматривающий учения Галия и Исмаилия как самостоятельные религии, лишь внешне прикрытые шиитскими формами.
Догматику и принципы нового учения можно лишь описать, но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. Сторонники новой доктрины даже называли себя в разных местах по-разному. Исмаилиты, карматы, батиниты, равиндиты, буркаиты, джаннибиты, саидиты, мухаммеры, мубанзы, талими. Цель же их была одна – во что бы то ни стало разрушить ислам. Можно было бы усомниться в этой характеристике, исходящей из уст противника, если бы фактическая история хода событий не подтверждала ее. Видимая сторона учения была проста. Безобразие этого мира исправит Махди, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости. Эта проповедь всегда находит отклик в массах, особенно в тяжелые времена. А IX век был очень жестоким. Мятежи эмиров, восстания племен на окраинах и рабов Зинджи в сердце страны, бесчинство и произвол администрации, поражение в войнах с Византией и растущий фанатизм мулл – все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих персов и сирийцев. Горючего скопилось много, достаточно было поднести к нему факел. Свободная пропаганда любых неканонических идей была в халифате неосуществима, поэтому эмиссары доктрины даи, глашатаи, выдавали себя за набожных шиитов. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно, но вот истинный закон забыт, отчего все бедствия и происходят. А вот если его восстановить, то... Но тут проповедник, как бы спохватившись, замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просил продолжать, но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, брал с него клятву соблюдения молчания, а затем, испытывая добрую волю прозелита, а также его способность к послушанию, сумму денег, сообразно средствам обращаемого на общее дело. Затем шло приобщение новообращенного к учению об истинных имамах, потомках Али и 7 пророках, равных Мухаммеду. Адам, Ной, Авраам, Моисей и Иисус Мухаммед, согласно учению всех мусульман. 7 – Аль-Махди, должен явиться перед днем страшного суда, то есть конца мира. Усвоив это, прозелит перестает быть мусульманином, так как утверждение, что последним и наивысшим пророком является Махди, противоречит коренному догмату ислама. Затем идут 4 степени познания для массы и еще 5 для избранных. Коран, обрядность, философия ислама – все принимается, но в аллегорическом смысле, позволяющем перетолковывать их как угодно. Наконец, посвященному объясняется, что и пришествие Махди – только аллегория познания и распространения истины. Все же пророки всех религий были люди заблуждавшиеся, и их законы для посвященного не обязательны. Бога на небе нет, а есть только второй мир, где все обратно нашему миру. Свят лишь имам, как вместилище духа, истинный владыка исмаилитов. Ему надо подчиниться и платить золотом, которое можно легко добыть у иноверца путем грабежа и торговли захваченными в плен соседями, не вступившими в тайную общину. Все мусульмане враги, против которых дозволены ложь, предательство, убийство, насилие. И вступившему на путь, даже в первую степень, возврата нет, кроме как в смерть. Цель же этой ужасной жизни была ясна. Для личности достижение ангелоподобия, а для общины путь, указанный имамом времени, то есть Фатимидом, которому постепенно должен подчиниться весь мир. Эта раковая опухоль разъела тело халифата. Смещение. А теперь прервем изложение хода событий и попытаемся найти в нем географический смысл. Психология этноса выражает себя в стихийно сложившейся доминанте, системе далеких прогнозов и в стереотипе поведения. Но когда на органический настрой действует другой, достаточно мощный, то неизбежна деформация и доминанты, и стереотипа. Тогда появляется вместо органического мировоззрения эклектическое и, как правило, с обратным знаком, то есть антисистема. Здесь применим третий биогеохимический принцип Вернадского, согласно которому мысль не является формой энергии,
а производит действия, как будто ей отвечающие. В нашем случае сознание мутазилитов сыграло роль руля, повернувшего пассионарные импульсы своих последователей на 180 градусов. Произошла частичная аннигиляция, после чего уцелевшие арабы превратились в реликт, а арабоязычная культура распространилась по Средиземноморью, независимо от арабского этногенеза. С X века действующей фигурой истории стал многоэтничный мусульманский суперэтнос, в котором на первое место вышла дейлемская династия буидов, на второе – антисистема фатимидов и разбойничья республика карматов Бахрейна, на третье – бедуинские эмираты Сирии, хамданиды, укейлиды и другие, и только на четвертое – суннитский халиф в Багдаде, окруженный со всех сторон враждебными шиитами. Казалось бы, при таком печальном положении распространение ислама должно было остановиться, а случилось обратное. Ислам шиитского направления приняли дейлемиты, а суннитского карлуки в 960 году и тюркское племя Ягма в 1000 году. Зачем? Или точнее, почему? Оба этноса, горцы-дейлемиты и степняки-туркмены, были чужды мусульманской культуре. Но те и другие использовали раскол среди арабов, так же, как его использовали берберы в Северной Африке. Расчет их был верен – поддержать слабого и сломать сильного. Как неплохо было багдадскому аббасиду, он оставался повелителем правоверных. Это считали правильным не только массы, но и могущественные эмиры Хорасана и Мавераннахра Саманиды, Азербайджана Саджиды и Ширваншахи и правители Дербента. Суннизм ослабел, но значения не потерял. Возникло нечто вроде политического равновесия. И тут выступили дейлемиты. Покинув свою горную скудную страну, вооруженные идеями восстановления царства сасанидов и воздаяния захватчикам-арабам, руководимые талантливыми полководцами из фамилии Буя, буиды, они врезались в западный Иран, отделив Ирак, владение аббасидов, от Хорасана, принадлежавшего саманидам. И тут оказалось, что для того, чтобы делать завоевания в странах ислама, обязательно быть мусульманином. Буиды и их войско это знали, и потому приняли шиизм в его умеренной форме еще перед началом завоеваний, что обеспечило им успех. Арабы защищались как умели, то есть очень плохо и беспорядочно. Эмиры Масула Хамданиды имели достаточно войск, чтобы поддержать халифа в Багдаде, но они к этому не стремились. Им было важнее расширить границы своего наместничества. Поэтому время и силы арабов уходили на интриги, распри, предательства, перечисление которых увело бы нас далеко от темы. А буиды наступали. Иногда неудачно, но последовательно. Жители Ирака и особенно Багдада ненавидели дейлемитов как иноплеменных завоевателей и шиитов. Столь же искренне они ненавидели своих защитников и единоверцев, тюркских гулямов, составлявших войска эмиров Месопотамии и Сирии. Но больше всего они страшились своих соплеменников, карматов. Сами же городские арабы не находили в себе мужества для защиты и от врагов, и от друзей, и от соседей-бедуинов, и даже от начальства. А ведь это были потомки завоевателей полумира. В X веке в самом Багдаде, ограбляемом тюрками и дейлемитами, царил страшный голод. Обыватели были обобраны до последнего дирхема на уплату жалования войскам. Поэтому 19 декабря 945 года Ахмед Буид после недолгого боя у ворот вступил в столицу, заставил халифа Мустакфи назначить себя главнокомандующим, эмир Алумара, и объявил себя султаном, чем присвоил себе всю светскую власть. Вскоре халиф был свергнут с престола за то, что велел арестовать одного из алидов, ослеплен и умер в тюрьме, а его наследники влачили нищенское существование. Победа буидов означала торжество шиизма, хотя большая часть населения Ирака и даже Багдада осталась верна суннизму. Вслед за Ираном и Сирией шиизм восторжествовал в Африке, где в 969 году фатимиды овладели Египтом. Суннизм как господствующее исповедание уцелел только в Испании, у амийядов, потомков лицемерных мусульман, и в Средней Азии у саманидов. Иначе говоря, суннизм был оттеснен на окраины ареала, а шиизм принял на себя защиту ислама и проиграл серию войн с Византией и Грузией.
из-за вражды шиитов и суннитов в 974 году не удалось собрать войско для отражения греков. В мусульманском суперэтносе появились симптомы фазы надлома. Для фазы надлома характерна потеря ощущения единства, как бы раскол этнического поля, когда идеологические споры обретают реальное политическое бытие. Сами арабские хронисты называют эту дату, 974 год, и это явление асабия, то есть раскол. С этого времени арабские шииты стали сторонниками деилимитов, а не единоплеменных арабов. В 1015-1018 годах дело дошло до открытых военных столкновений в самом Багдаде. Буиды продержались у власти 110 лет и, вероятно, довели бы ислам и его культуру до полного разложения, если бы им не помешали туркмены-сельджуки. Те взяли пример с буидов. Начиная завоевание Ирана, они приняли сторону слабой партии и, опираясь на ее поддержку, одержали победу. Халиф сделался их союзником и уже в 1049 году занял шиитский квартал тюркскими войсками. В 1055 году Тыгрулбек вступил в Багдад и объявил себя султаном. Положение халифа как будто осталось прежним, но теперь он стал духовным главой правителя, тогда как при буидах был заложником у еретиков. Победы трех великих сельджуков остановили наступление христиан, а их потомки отразили крестоносцев. А деилимитов не стало. Буиды увели со своей родины так много самых храбрых и сильных юношей, что Деилем захирел, хотя его никто не пытался завоевать. Последняя мелкая династия, возводившая свою генеалогию к сасанидам, Бадуспаниды, просуществовала до конца XVI века, после чего прикаспийские области были присоединены к Персии. Победы бывают столь же гибельны, как и поражения. Изменились нравы самих суннитов. Если раньше они привлекали и обращали иноверцев, то в конце XI века в самом Багдаде ханбалиты, ведущая школа, срывали лекции и проповеди ученого Ал-Кушайри, обратившего в ислам несколько иудеев. Ханбалиты кричали «это ислам вероломства и подкупа» и громили медресе. Это вызвало такое возмущение, что шииты Багдада потребовали смены халифа. Через 3 года ханбалиты подняли восстание не только против шиитов, но и против властей. Его пришлось усмирять войсками, которые жестоко расправились с ханбалитами, и те, как организация, перестали существовать. Впрочем, уцелевшие школы, ханифиты и шафииты, восполнили утрату. Резня в арабских и персидских городах не прекратилась. А так как наряду с этим кошмаром, затянувшимся на 170 лет, шли постоянные междоусобицы между сельджукскими эмирами и атабеками, то неудивительно, что страна ослабела, вследствие чего третье смещение, монгольское, осуществилось легко и дало последствия, которых при другом положении можно было бы избежать.